Добрый день, уважаемые слушатели, представители некоммерческих организаций, наши коллеги. Мы продолжаем серию наших обучающих вебинаров, которые будут записаны онлайн и выложены на нашу страничку в YouTube-канале «Единый ресурсный центр». Я прошу вас подписаться на нашу страницу, потому что вы найдете различного характера вебинары на тему от создания некоммерческих организаций до социального проектирования, меры поддержки некоммерческих организаций и так далее. Мы продолжаем, и сегодня, собственно говоря, моя основная тема является меры поддержки некоммерческих организаций в условиях COVID-19, но я бы хотела сосредоточиться на все-таки конкурсах, которые сейчас проводятся. Я считаю, что это и есть одна из мер поддержки, особенно если мы говорим о предоставлении финансовых ресурсов на наши некоммерческие социальные проекты. Ну, что касается мер поддержки, у нас был вебинар, у нас была видеоконференция, записанная и выложенная в YouTube, как раз на тему федеральных мер поддержки, и мы обсуждали с органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия, с представителями налоговой, Минимущества, Минмолодежи и других ведомств. Мы обсуждали, какие меры поддержки можно рассмотреть или имеют место быть в данный момент на региональном уровне и на муниципальном уровне. Я не буду повторяться, еще раз просто хочу сказать, что если вы найдете эфир в YouTube, то вы услышите и увидите, мне кажется, ту информацию, которую мы специально для вас подготовили. Это очень хорошая презентация со ссылкой на все нормативно-правовые акты, и это именно то, чем еще мы можем с вами воспользоваться, как некоммерческие организации в рамках поддержки на федеральном уровне. Ну, давайте все-таки перейдем к нашей одной из актуальной и такой на данный момент очень злободневной меры поддержки, как конкурс фонда президентских грантов. Это будет первый конкурс, он уже объявлен с 1 сентября 2020 года, но этот конкурс будет проекты могут быть реализованы в 2021 году. Начало приема заявок уже идет, и я бы хотела призвать всех нас, некоммерческих организаций, ускориться, посмотреть, проверить свои команды, изучить проблематику, которой вы занимаетесь, целевые группы, сделать исследования, проанализировать, понять, кто будут ваши партнеры, и все-таки уже свои проекты начать вбивать, регистрироваться, вбивать, заполнять на портале президентские гранты.рф. Думаю, что такие пошаговые моменты, которые можно было бы обсудить в режиме видеоконференции, мы сделаем 15 сентября 2020 года в 15:00 на платформе Zoom, поэтому следите за объявлениями в группах, в сетевых, в социальных сетях, и мы будем рассказывать непосредственно о том, как превратить идею в проект и подать заявку на конкурс фонда президентских грантов. Ну и есть рекомендации фонда президентских грантов, и я вообще бы хотела, чтобы вы не только на наш YouTube-канал подписались, но также на YouTube-канал фонда президентских грантов. Потому что идет в данный момент просто, я бы сказала, очень такое масштабное обучение. Нужно следить за этим обучением. Главное, что это все есть в записи. Вы можете посмотреть и применить это на практике, разработать свои проекты или доработать те проекты, которые не получили поддержку на региональном уровне, на федеральном или муниципальном, и все-таки сделать работу над ошибками и подать очень хорошие, успешные, хорошо сформулированные заявки на конкурс. Значит, завершение приема заявок будет 15 октября 2020 года.
Фонд президентских грантов рекомендует подать заявку до 8 октября, чтобы успели проверить. И в этом случае будет возможность исправить технические недочеты, если они будут выявлены Фондом президентских грантов. Объявление результатов конкурса будет 15 января 2021 года, сразу после новогодних праздников. Победители узнают свои имена, и начало реализации проектов. Проекты стартанут, получат финансирование уже с 1 февраля 2021 года. Что я бы хотела отметить, какие особенности есть у этого конкурса? Ну, во-первых, мы должны с вами запомнить эти даты. Начало 1 сентября приема заявок, завершение приема заявок 15 октября. Эти даты будут неизменны. И в следующем году в это же время Фонд президентских грантов объявит уже первый конкурс 2022 года. И что еще? Вот если вы посмотрите запись вебинара Ильи Чукалина, генерального директора Фонда президентских грантов, вы найдете такую информацию о том, что, ну, во-первых, это ранний старт. Вы помните, раньше мы участвовали в конкурсах в октябре и в ноябре. То есть ранний старт с 1 сентября, объявление о конкурсе было уже 28 августа. Еще раз хочу обратить внимание на то, чтобы не затягивать. И Илья Чукалин считает, что самый лучший срок для разработки проекта около 1 месяца. Я с ним абсолютно соглашусь. Могу сказать, что наши проекты вот фонда «Семья для ребенка», которые поддержаны Фондом президентских грантов, мы с командой разрабатывали действительно по срокам, это занимало у нас около месяца. Поэтому нужно сейчас все взвесить. У нас остается чуть больше месяца. Давайте мы с вами приступим или продолжим работу над нашими заявками. Что еще хотела бы я отметить? То, что вот финансирование, которое получат победители 1 февраля, оно абсолютно, практически полностью совпадает с началом финансирования как в бюджете, да, разных уровней, поэтому это очень удобно для проекта, и мы должны понимать, что срок проектов не больше 1,5 лет. И еще какая особенность, хотела бы сказать, что второй конкурс будет сразу же объявлен, и начнется прием заявок с 1 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года. И опять же мы должны будем запомнить эти сроки, потому что второй конкурс будет объявляться в последующем именно в эти даты. То есть нас уже с вами приучают, да, к конкретным датам, сроки будут конкретные, понятно, что 1,5 года. Но и вы все знаете, что у нас прошел спецконкурс, он завершен, объявлены победители, 7 победителей из Республики Саха-Якутия. Это спецконкурс, который был по распоряжению, по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Были выделены дополнительные средства, и 2 миллиарда распределены среди победителей. И спецконкурс нам говорит о том, что целевые группы, цели, задачи и основная проблематика, все это связано так или иначе с помощью, с поддержкой, с реабилитацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию по причине пандемии COVID-19. И что еще отмечает Илья Чукалин в своем выступлении 2 сентября, очень прошу посмотреть, на кухне очень душевная беседа сотрудников и генерального директора. Он говорит о том, что все-таки мы с вами сейчас, те, кто будет подавать свои заявки на первый конкурс 2021, мы должны с вами понимать, что пандемия еще не отступила, и предусмотреть все-таки хотя бы на первом этапе проведения мероприятий в режиме онлайн, ограничить крупные массовые мероприятия с участием большого количества людей,
Но это рекомендация, да, это не догма, но на всякий случай для того, чтобы не переносить ключевые контрольные точки, для того, чтобы полностью соответствовать тем современным реалиям, в которых мы сейчас с вами находимся. И, конечно, будут обращать внимание на те проекты, в которых так или иначе будут оказаны те или другие меры поддержки целевым группам, которые пострадали от пандемии COVID-19, потому что последствия, которые будут в следующем году, нам неизвестны, но мы должны проанализировать и сделать превентивные различные мероприятия, да, и предусмотреть это в своих заявках. Как объявление хочу сказать, что еще раз, что нужно следить за вебинарами, которые проходят онлайн, но если вы не можете посмотреть в фонде президентских грантов онлайн, то в записи. Значит, вебинар будет 11 сентября в 11:00 по московскому времени, и он будет под названием «Как проверить заявку на соответствие критериям оценки проектов». И вообще хочу сказать, остановиться на том, что фонд президентских грантов разработал очень интересную систему обучения, и нам, экспертам Единого ресурсного центра, мы можем только как бы быть в помощь той программе обучающей, которая разработана и уже идет полным ходом. Она называется «Онлайн-марафон» фонда президентских грантов. Вот после того, как 2 сентября выступил генеральный директор, а 4 сентября, посмотрите в записи, вебинар «Как превратить социальный проект в заявку на конкурс». Дальше 7 сентября был великолепный вебинар, и он впервые разработан, такая тема применена и раскрыта впервые экспертами фонда. Как спрогнозировать результаты проекта с помощью идеального календарного плана. 9 сентября был очень хороший вебинар «Как обеспечить проекту необходимый и достаточный бюджет». Про 11 сентября я уже сказала. И 11 сентября марафон вебинаров заканчивается. И с 15 сентября по 1 октября начнутся практические онлайн-тренинги по разработке социального проекта. И я очень хочу обратить внимание, что марафон, онлайн-марафон, обучающий фонда президентских грантов, он завершится 5, 7, 9 октября групповыми консультациями по социальному проектированию. И туда будут допущены только те участники, которые принимали участие, обучение на вебинарах очно 4 сентября, 7 сентября, 9 сентября, 11 сентября, и которые посетили один или несколько онлайн-тренингов. То есть групповые консультации – это именно для тех слушателей, для тех представителей некоммерческих организаций, которые как отличники посещали все образовательные мероприятия фонда президентских грантов. Вот на чем я бы хотела сейчас еще, наверное, заострить ваше внимание, что мы, повторюсь, 15 сентября проведем видеоконференцию, где вы сможете также задать свои вопросы. Мы пригласим к участию представителей администрации города Якутска, и я чуть позже расскажу, почему. И мы будем говорить, конечно, что такое социальный проект, и мы будем возвращаться к социальному проектированию и так далее. Но я бы хотела, чтобы вы уже с конкретными вопросами пришли на нашу видеоконференцию, и в режиме онлайн мы могли бы провести такую, можно сказать, очную консультацию по вопросам проектирования. Кроме того, вы увидите наши координаты, вы можете обращаться к нашему администратору Дмитрию, который запишет вас на консультацию. И пока мы еще в режиме онлайн работаем, но вы можете нам звонить, писать в WhatsApp, на электронную почту, вы можете обращаться за консультациями по социальному проектированию. И когда вы полностью разработаете и заполните заявку на сайте президентские гранты.рф,
мы сможем сделать экспертизу вашего проекта, если вы нам доверяете, если вы хотите, чтобы ваш проект посмотрели эксперты нашего центра. И вот буквально в 2 словах нам отправлял свою презентацию исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов. Он говорил об обучении социальному проектированию, и они делают ежегодно анализ экспертов, экспертов, которые проверяют заявки, и экспертов, которые работают в фонде президентских грантов. И отмечается, что те заявки, которые не нашли свою поддержку, можно смело назвать, что заявители, у них хорошие идеи, у некоторых есть отличные команды, есть аналитика, понимание полностью логики проекта, но просто недостаточно компетенций именно в разработке социального проекта. Поэтому нужно понимать, что социальный проект, я повторюсь, это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получение заранее запланированных результатов, но для изменения существующей социальной проблемы. И это очень важно, я считаю. У меня принцип такой: нет проблемы, нет проекта. И иногда мы 1 или 2 мероприятия хотим упаковать в проект и очень удивляемся и расстраиваемся, почему наш проект настолько замечательный, настолько, на наш взгляд, актуальный и эффективный, не получил поддержку. Здесь нужно четко пройти все-таки обучение, посмотреть те вебинары, которые есть на нашем YouTube-канале, на канале Фонда президентских грантов, и понимать, что социальный проект, он ограничен ресурсами, временем, территорией и командой проекта. Это очень важно. И несколько типичных ошибок в проектировании я бы хотела обозначить. Мы будем с вами на других площадках и платформах говорить именно о логике и технологии социального проектирования. А вот ошибки, которые отмечает Фонд президентских грантов, мне кажется, это полезно знать, особенно тем, кто впервые разрабатывает проекты. Первая ошибка – это неглубокое изучение причин проблемы целевых групп или неумение сформулировать и обосновать проблему. Очень много воды бывает, никаких оснований нет, не подкрепленные цифрами данные, просто желание помогать, спасать иногда не позволяет нам говорить о том, что мы упаковали наши идеи, нашу мотивацию и желание помочь той или иной целевой группе в социальный проект. Вторая ошибка – неправильный выбор целевой аудитории проекта. Иногда мы проверяем проекты и видим, что даже проект, цели, задачи не соответствуют уставной деятельности. То есть организация, к примеру, не занимается экологическими проблемами, но в данный момент им захотелось принять участие с проектом, допустим, по сохранению экосистемы реки Вилюй, к примеру. Но это образовательная организация, и в уставе нет такой цели. И получается, что целевая аудитория порой, цели, задачи и проблематика абсолютно не соответствует той деятельности, которую ведет некоммерческая организация. Дальше. Из-за пропуска этапа исследования и обоснования проблемы целевой группы. То есть микроисследование, анкетирование, или можно взять данные, допустим, если это сфера детства, данные уполномоченного по правам ребенка. Если это правозащитная организация, данные уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия, можно брать статистику федеральную, региональную, муниципальную. Не могут правильно поставить цели, задачи проекта, подобрать наиболее эффективные мероприятия, это отмечает Фонд президентских грантов. Непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. И иногда проект очень хороший, но качественные и количественные результаты, они недостаточно выработаны, и целевая аудитория абсолютно небольшая, а бюджет достаточно завышен, и тогда, конечно,
эксперты отмечают, это отмечают и ставят низкий балл. И несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. Нужно четко понимать еще, какая это организация, муниципального она масштаба, регионального или межрегионального. И от этого может зависеть масштаб участия, географии проекта. Ну, про типичные ошибки мы еще можем с вами поговорить отдельно на видеоконференции, но обучение сейчас идет полным ходом, я думаю, и другие ресурсные центры в республике подключатся к образовательным мероприятиям. И что хотелось бы еще сказать про меры поддержки. Если вы являетесь некоммерческой организацией, которая получала федеральное, региональное или муниципальное финансирование, значит, вы вошли в реестр некоммерческих организаций, который был сформирован Минэкономразвития Российской Федерации. Значит, вы можете получить те меры поддержки, которые были приняты на федеральном уровне. Это и освобождение от страховых взносов за второй квартал, это кредитование некоммерческой организации, что для нас ново, под 2%, и у нас нашим единым ресурсным центром направлен список организаций, 7 организаций в Сбербанк России, с тем, чтобы они рассмотрели возможность кредитования некоммерческой организации, ну, конечно, с условием, если она сохранит рабочие места и штатную численность до апреля следующего года. Тогда эти проценты, они сгорают, и получается, что выделяется сумма на продолжение деятельности организации. Есть меры поддержки по аренде, если это имущество федеральное или региональное, и есть еще другого характера меры поддержки. Вы все это можете узнать на нашем YouTube-канале, и мы можем также вас проконсультировать, прибегая к услугам наших экспертов Единого ресурсного центра. И хотелось бы сказать, что беспрецедентная региональная поддержка, именно финансовая, в рамках конкурса грантов главы, она завершена, конкурс проведен, победители получили средства и уже приступили к реализации проектов. Но сейчас на муниципальном уровне в некоторых муниципалитетах объявлены конкурсы, и вот является примером город Якутск, где объявлены гранты главы города Якутска. И в конкурсе объявляются номинации. Это для тех некоммерческих организаций, которые зарегистрированы на территории города Якутска, и свои проекты они планируют реализовать именно здесь. Номинации следующие: поддержка социально ориентированных общественных организаций, благотворительных проектов в сфере помощи детям, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вторая номинация: пропаганда антинаркотической, антиалкогольной направленности, здорового образа жизни, массового спорта, патриотического воспитания. И третья номинация: поддержка проектов по развитию культуры и искусства. Вот почему мы 15 сентября приглашаем некоммерческие организации города Якутска к участию в видеоконференции. Будут представители окружной администрации, будут рассказаны особенности условия участия в конкурсе, какие документы необходимо предоставить. Мы помним, да, что фонд президентских грантов нам нужно предоставить из всех учредительных документов только копию устава в формате PDF, ну и, конечно, благодарственные письма, письма партнеров, ваша информационная открытость, публикации и так далее. А вот в грантах главы города Якутска необходимы ряд документов, о которых мы будем рассказывать. И также я уверена, что специалисты окружной администрации расскажут, куда можно обратиться по вопросам участия в данном конкурсе. Но, в принципе, это, наверное, все, что я хотела рассказать на сегодня. Мы укажем номер телефона администратора Единого ресурсного центра.
укажем нашу почту, вы можете отправлять на почту ваши проекты, ваши вопросы. И также еще раз повторюсь, что вы можете зарегистрироваться на нашем YouTube-канале и смотреть все наши предыдущие вебинары, видеоконференции, настоящие и последующие. Я всем желаю успехов в непростом деле социального проектирования. Я надеюсь, те некоммерческие организации, у которых великолепные проекты, но не хватило всего несколько баллов победить в конкурсе грантов главы, мы совместными усилиями доработаем ваши проекты, и вы направите их на конкурс фонда президентских грантов. Я желаю успехов в конкурсе грантов главы города Якутска. И вообще все, что мы делаем, мы некоммерческие организации, имеют общественно полезные цели во благо развития нашей республики Саха-Якутия. Спасибо за внимание, до новых встреч.